там очередь. Подожди, Маша, стой. Кофточку поправим. Пойди мы спатеньки, хорошо? Нет, я хочу к папе. Осень скоро. Папе. Да, мам, осень. После лета всегда осень. Ты чего? Я не к этому. Я бы хотела, чтобы ты в город вернулась, в училище восстановилась. Пойдем. Ты же знаешь, я не об этом. Тебе нужно думать о своем здоровье. А Маша еще такая маленькая. Перестань, пожалуйста, никакая она не маленькая. Она хорошая девочка, она послушная, не капризная. Мам, ну нет, даже меня не уговаривай. Ну, подумаешь, я не стану великой певицей. Ну что, все люди работают. Пойду на фабрику, в крайнем случае. Пойду с Ларисой в Турцию, буду вещами торговать. Даже и не думай. Лариска твоя вообще едва живая вернулась. И фабрика у нас закрывается. Да и потом, ты же так мечтала учиться. Мечтала, да. Ну, так и что, и отказываться не нужно. Знаешь, как я буду тобой гордиться, и Машка будет гордиться. Ты учись и поезжай, мы тебя ждать будем. Он был большой, лапы у него были большие, да? Такие огромные, огромные. Ой. Маш, Ларис, привет. иди. Привет! Тетя Оля. Ух ты, какой у тебя цветок. Это мне? Спасибо. А это тебе. Держи. Держи. Какой мишка. Ну что, пойдем к нам? Он без лапки, без лапки. Вот так вот. Сладкий. Мгм. Да. Машу нужно укладывать. Пойдем? Ну вы идите, я подожду. Что случилось? Нет, просто поговорить надо. Давай я ее уложу. Маш, пойдем. Пойдем. Пойдем, я тебя спать уложу. Пойдем. Пойдем, мое солнышко. Пойдем. Ну что у тебя случилось? Костя возвращается. Ну здорово, я очень рада, наконец-то. А ты собираешься возвращаться? А что ты меня спроваживаешь? Чего? Ты сама говорила, тебе учиться надо. Ну подожди, вот учеба. Я ж не могу Машу оставить на маму. Почему? Она у тебя послушная, и мама с ней справляется. А там ты сможешь и работать, и учиться, помогать им будешь. Ларис, что происходит? Ну почему ты хочешь, чтобы я уехала? Я прошу тебя. Ларис, ну я не понимаю, правда. Ну ты можешь мне сказать? Прошу тебя, уезжай. Ты о чем сейчас? Ни о чем, о ком? О Косте. А Костя-то здесь при чем? Понимаешь. Я все это время к нему ездила. Вот он сейчас вернется, а тут ты. Ты же не любишь его. Теперь понятно. Угу. Ну а ты? А я люблю. Ларис. Лариска, ну ты чего? Ну, если вы любите друг друга, я буду только рада за вас. Не слышишь меня? Тебе надо уехать. Ну что ты меня спроваживаешь? Надо и надо. Ну не хочу я уезжать, я хочу здесь быть. Хочешь, я на колени перед тобой стану? Перестань, ну что ты в самом деле, а? Ты не понимаешь. Нет, не понимаю. Я даже на преступление пошла. Какое преступление? Из-за меня Костя в тюрьму попал. Как это из-за тебя? Я подкинула ему пистолет. Подожди, ты что, сейчас шутишь, что ли? А еще. Ларис, господи. Ларис, ну зачем? Зачем? С тобой не уехал.
ненормальная. Что же ты наделала-то, а? Я не знала, что так получится. Я думала, его подержишь немного и отпустит. Отпечатков же пальцев не нашли. Езжай, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Ты уже проснулась? Слушай, тебе Катя звонила. Катя? Да, забыла тебе сказать. А что она сказала? А чтоб ты ей позвонила, я там телефон в коридоре Ну оставила. хорошо, спасибо. Алло, Катюнь? Да, привет, это я. Как ты? Что, звонили из деканата? А что, не хотели? Нет, ну, конечно, я собираюсь учиться. Я просто хотела взять академ и... Подожди, как переведут на платное? Мам, ты Машу покормишь? Ну, конечно, покормлю. Проснется, покормлю. А ты пока пойди, да поспи. Давай. Мам, я решила уехать. Ну, хорошо. Вот и умница. А за нас ты можешь не волноваться. Мы справимся. Спасибо, мам. Только я не знаю, как в общежитие, наверное, нужно позвонить. А я пока у Кати остановлюсь. Ну, видишь, как все хорошо получается. А ехать когда? Завтра. Завтра. Вы тут все поразбирай по размерам, тут все поперепуталось. О, Вероника. Привет. Здравствуйте. Ты что, пришла помочь? Ну, если нужно, я помогу, конечно. Помочь всегда надо. О, ну что, замолкли? Ладно, пойду. Посплетничайте тут. Кофе принести? Угу. Сплетничать. Сплетничать. Верник, прости меня. Я наговорила столько тебе всего. Потом подумала, ну, в общем, не надо тебе никуда уезжать. Борис, я уезжаю. За меня. Мне нужно в училище восстановиться. Иначе меня на платное переведут. Я подумала, так будет лучше для всех. Найду работу, буду маме помогать. И тебе будет спокойнее. Когда? Завтра вечером. Вот. Пришла попрощаться. Ты простишь меня? Спи, спи, спи. Ложись.
Что-то не так. Ладно. Ну все, я собралась. А я вот пришла попрощаться. Такси заказываем. Не, я уже вызвала. За дочку не переживай. Знаешь, я рядом всегда помогу. Спасибо, тетя. До свидания. До свидания. Костя. Привет. Здравствуй. Привет, Костя. Давно так не виделись. Ты совсем не изменилась. Только не говори, что и я тоже. Да нет, изменился. Повзрослел. Да уж, жизнь заставила. Ты только приехала? Нет, я уже уезжаю. Жаль, так толком ни о чем не поговорили. Да, не успели. Надо ехать. А, раз надо. А когда вернешься? Ну, я думаю, что на каникулах. А дочь с мамой остается? Ты и про дочь все знаешь. Да, я про тебя все знаю. Сердишься на меня, да? За что? За то, что не любила? Да нет, конечно. Знаешь, на расстоянии оно думается хорошо. Я от всей души желаю тебе счастья. Спасибо, Костя. Удачи тебе. А вот это не помешает. Счастливо. Пока. Здравствуйте. 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 О. Я уже думал, мне одному придется ехать. А тут такая красивая попутчица. Давайте знакомиться. Меня Саша зовут. Очень приятно. Знаете, я очень устала. Давайте без общения, хорошо? Ну почему же вы так? Нам с вами всю ночь ехать. Как вас там? Саша? Что же вам сказать, Саша? Я замужем, у меня дочь. Хотите узнать, кто меня встречает? Дальше что? Чемодан поможете поднять, пожалуйста? Конечно.
Ника! Ничего себе! Ничего себе, ну прям шикарно выглядишь. Стараюсь. Суперзвезда. Это что, все на стипендию? Ну ты что, такое на стипендию не купишь. Точно, я же забыла, ты ведь работаешь в ресторане. Да. Что делаешь, поешь? Нет, все более прозаично, работаю официанткой. Ладно, все потом. Давай побежали ко мне, ты же встала. Ну, прошу, мои хоромы. Ничего себе. Квартирка маленькая, конечно, но уютная. Очень уютная. Дорогая, наверное. Ну, пока могу себе позволить, дальше видно будет. Проходи. Это твоя комната, я в соседней буду. Ну что, голодная, наверное? Очень. Тогда беги в ванну, приводи себя в порядок, Хорошо. а я жду тебя на кухне. Спасибо, Катя. Ты ничего себе. Ты меня встречаешь как принцессу. Да ладно, перестань, ты еще по-скромному. Тебе кофе со сливками? Ну, если шиковать, то со сливками. А это правильно. Неужели так официанты стали хорошо зарабатывать? Ну, не все и не везде. А можешь меня устроить официантка? Мне как раз нужны деньги. Слушай, ну я не обещаю, но постараюсь. Спасибо. Сейчас. Ну, рассказывай. До сих пор одна? У нас с Машкой так хорошо вдвоем. У нас с Вадимом разбилась? Ой, я как-то даже забыла про него. Нет, еще не развелась. Совсем не до этого было. Странно. Мне казалось, его мамаша вас мигом разведет. Неужели ему это не нужно? Да, спасибо, что напомнила. Вот прямо сейчас пойду и позвоню ему, чтобы закрыть этот вопрос. Давай. Угу. Телефон? Ну, если не он подойдет. Так какая тебе разница? Позовешь его и все. Да. Угу. Алло, Вадим? Надо же, все-таки узнал меня. Нет, не соскучилась. Да. Да, конечно, я тебе как раз хотела именно это и предложить. Да, давай встретимся и все обсудим. Хорошо. Хорошо, да. Ну? Послезавтра в 6. Прекрасно. За развод? За развод. Ну, и долго страдать будешь? Что? Выключишь свою громыхалку, может, тогда услышишь. Спрашиваю, страдать долго будешь? Ну, подумаешь, не позвонил. Сама возьми, позвони. Не лезь в мою личную жизнь. Ноги подвинь. Может, ты такая уж и личная, если сидишь дома, не вылазишь. А я, между прочим, одна вкалываю. Сказала, завтра выйду. Завтра будет то же самое. Говорила же тебе, не езди к нему. Нет, она ему передачки собирает. Начинай, мама. Это я еще не начала. Я тебе вот что скажу. Выкинь его из головы. Сдался тебе этот уголовник. Мама! Других парней, что ли? Ну сколько можно? Ты куда? Куда угодно, лишь бы тебя не слышать. Спасибо, доченька. Дождалась благодарности. Вот вырастила тебя одна, без отца на свою голову.
Ну, что ты застыл? Иди открывай. Добрый вечер. Здрасте. Извините, я без звонка. Я ненадолго. Ты что, куда-то собралась? Нет, это я в магазин собралась как раз. Я пришла. Все, ну давай, приглашай гостя. Заходите. Проходи. Ну, как ты? Как мама? Я нормально. Потихоньку привыкаю к прежней жизни. Вот завтра пойду работу искать, а мама плачет каждый день. Ей тяжело было. Я ведь пришел тебе спасибо сказать. Ты столько для меня сделал, вот от тебя. Красиво, спасибо. Мне не сложно было, правда. Ничего себе не сложно. Я же передачки только от тебя, от мамы получал. Ты даже на свидание ко мне ездил. Прям жена декабриста. Жена. Ну, Лидия Васильевна не могла, а я вот ездила. Ты не волнуйся, я деньги за адвоката обязательно верну. Вот только работать начну и… О, не надо, Кость. Как это не надо? Ты что, миллионерша? Я что, не знаю, как деньги достаются? В том-то и дело. Я их выиграла. В казино. Ты Да. в казино. Ну ты даешь. Ну, честное слово. Но я все равно в должниках не буду. Ладно, мне пора. Кость, Что? ничего. Счастливо. Да, пока. Кать, привет. Ну что за срочность? Очень важная срочность. Что? Ну, ты же просила тебя на работу устроить. Кать, спасибо, ты самая лучшая. Спасибо тебе. Что, даже не спросишь, кем? Ну как кем? Ну, конечно, официанткой. Даже если уборщица, тоже хорошо. Ник, какой борщ? Ты петь будешь. Что вы? Как ты что, не шутишь? Ну, какие шутки. Нас уже ждут. Кать, подожди, ну как так сразу? Я даже не знаю, что петь. Как я буду… Перестаньте с твоими данными с руками надо работать. Кать, подожди, а почему ты сама не хочешь? Ну, я же говорила, у меня менингит был, голос пропал. Теперь на карьере можно поставить крест. И что, ничего нельзя сделать? Слушай, ну перестань, ну не всем же певицами быть. Кому-то официантками работать надо. Пойдем. Все будет хорошо. Этот вечер жажда встречи танцует.
Танцуй со мной, ты мой бесстрашный герой. Не оглядывайся в прошлое, ты мой. В этом сердце окунись головой. Я же говорила, хороша. Хороша. Во всех отношениях. Кружит танцем вечер нас, сохраняя здесь и сейчас. Она не по этой части. Ой-ой-ой. Ты тоже раньше о себе так говорила. А ты не сравнивай. Только попробуй ее подставить. У меня тоже есть кому информацию слить. Если ты спишь с бешеным, то это еще ничего не значит. Хочешь попробовать? Ладно, все. Помолчи. Дай послушать. Кстати, если что, у тебя официантка работает в дневную смену. О, значит, врешь своей подруге. Не твое дело. Придет время, скажу. Ну-ну. Дневная официантка. Ну, что я могу вам сказать, деточка? Что, вам не понравилось? Почему? Понравилось. Но взять с испытательным сроком я вас не могу. Совесть не позволяет. Я вас беру сразу в штат. Так, может, в таком случае девушке аванс полагается? Какая шустрая. Спасибо. Ладно, будет тебе аванс. Умница. Спасибо, Катя. Здравствуйте. Я хочу сделать перевод. Привет. Ну вот и я, в чем дело? Здравствуй. Хорошо выглядишь. Спасибо. Может быть, в кафе посидим? Все-таки не чужие Вадим. люди. Мне нужен развод. А мне нет. То есть как это нет? Ну, меня все устраивает. Зачем мне развод? Вадим, послушай, давай не будем ничего усложнять. Просто с тобой разведемся и забудем друг о друге, хорошо? Милая моя, я тебя никогда не забуду. Вот. И тем более штамп в паспорте мне нужен. Для работы. Ну что ты придумываешь? Какая работа? Хорошая работа. Я вообще-то за границей работаю. Так сказать, на две стороны, родителей туда перевез. Ты должна гордиться, что у тебя такой успешный муж. Мне все равно, что там у тебя. Дай мне развод. Я же говорю, нет. Нет, значит. Ну, тогда прописывай меня в своей квартире. О, как. А ты изменилась, я смотрю. Просто научилась общаться с такими уродами, как ты. Обойдемся без оскорблений, хорошо? А как еще с тобой разговаривать? Пропиши в квартире. Молодец. Ладно, я дам тебе развод. Но если только ты не будешь претендовать на эту квартиру, хорошо? Хорошо. И что, долго ждать? Ну? У моей мамы тут знакомая работает. Детей у нас нет. Поэтому разведут в 2 счета. Завтра позвоню, назначу дату. Кстати, насчет детей. Я думаю, ты должен знать. У нас есть дочь.
Ты в своем уме? Хорошо себя чувствуешь? Какая дочь? Милая моя. Наша дочь. Я не смогла сразу тебе сказать. Уехала в свой родной город, там родила. Так вот, зачем тебе развод? Алименты нужны, да? Да при чем здесь элементы? Я сама и воспитаю. Ну сколько можно упрашивать? Дай мне развод и все. Вот это я попал, слушай. Тут надо еще выяснить, моя ли это дочь. Напиши отказ. У тебя как-то все просто. Ты приехала, требуешь развод, появился какой-то ребенок. Извини, мне надо все обдумать. Вадим! Оставь меня в покое. Забыл что-то? Да, прости, я забыла ключи. Мне в училище сказали завтра прийти. Катюнь, прости, неудобно как-то получилось. Катюнь, ну я ж не знала, что с кем-то встречаешься. Ага, встречаюсь. А кто он вообще? Странный какой-то. Как бандит? Так он и есть бандит. Как? Не хотела тебе говорить, но ты же все равно узнаешь. В общем, официанткой я уже давно не работаю. Я теперь, как-то помягче сказать, девочка по вызову. Как его по вызову? Ну так. Подожди, это... Понимаешь, просто хозяин нашего ресторана задолжал крупную сумму денег одному бандиту, а я тогда официанткой работала. А бандит глаз на меня положил. Ну вот, хозяин решил меня подставить. Включил в обсчетах, повесил на меня этот долг. Что оставалось делать? Пришлось отрабатывать. Ужас какой. Ника, ты думаешь, откуда у меня эта квартира? Шмотки, деньги всегда водятся. Вот так бывает. Ну, а можно как-то все это бросить? А ты думаешь, я не пыталась? Когда долг хозяина вернула, думаешь, меня кто-то пустил? В этот бизнес очень легко попасть и очень тяжело выбраться. Да и в целом, знаешь, я смирилась. Если не можешь изменить ситуацию, то используй ее в своих целях. Я использую. Я их, а одни меня. Но ты не бойся, тебя не тронут. Хозяин боится моего нынешнего бойфренда, я его предупредила относительно тебя. Страшно все это как-то. В принципе, если с хозяином дружить, то вполне нормально можно жить и деньги хорошие зарабатывать. Главное, не задерживаться. Не нужно оно тебе. Ты сейчас восстановишься в училище, мы тебе новую работу найдем, слышишь? Да, было бы неплохо. Так, ладно. Как Вадим? Согласился на развод? Как нет? Ну, я ему сказала про ребенка. Он разозлился, убежал. Вот урод. Угу. Так а про ребенка зачем рассказывал? Нет, да он все равно узнает. Будет суд-то у меня. Маша ведь в паспорте моим записано. Ясно. Ладно, не расстраивайся. Что-нибудь придумаем.
see you, Deborah. Miles to each name, my heart, my heart. Передай. Это вам. Нет? Да. Один человек просит, чтобы вы спели для него песню. Ну, хорошо, какую? Свою любимую. Мою любимую? Именно. А кто этот человек? Он сидит вон за тем столом. Споете? Да, конечно, хорошо. Твой новый день, пересекая день, прекрасен каждый миг, проснись, как райский сад, безумный водопад. Вероника. Привет. А я уж думала, ты меня не узнал. Как это? Я могу тебя не узнать. Другое дело, я не должен тебя узнавать. Почему? Потому что будет лучше. Для всех. Если мы не знакомы. Зачем тебе проблемы лишние? Если они возникнут у меня. А что, у тебя много проблем? А у кого их нет? Ладно, скажи лучше, что ты тут делаешь? Как видишь, пою. А другого места для работы ты не могла найти? А чем это место хуже других? Да ты не представляешь, что тебя здесь ждет. Но я надеялась недолго здесь пробыть. Здесь платят хорошо. Думала денег заработать. Для мамы, для дочки. А муж? Не помогает? Муж? Такое чувство, как будто и не было этого мужа. Развестись бы поскорее, только он не хочет. Это почему? Кирилл, да откуда я знаю? Может, он боится, что я подам на элементы. Боится, говоришь? Не того ему бояться нужно. Давай до метро тебя провожу. Да, хорошо. Я не понял. Спокойно, спокойно. У меня есть деньги. Хочешь машину забирай. Успокойся. Засунь свои деньги, сам знаешь куда. А? Ты должен очень быстренько выполнить просьбу одного очень хорошего человека. Я не понимаю, о чем речь. Ты должен развестись. Ты вот это... Она тебе не это. Я понятно сказал? Понятно, конечно. В общем, я тебя предупредил. Если что, вторая встреча может быть последней. Лидия Васильевна. Ой, Ларочка, здравствуй. Здравствуйте. Как проходите. Присаживайтесь. Как вы? Ничего, потихоньку. А Костя как? Нашел работу? Нет.
Не нравится? Анкета им его не нравится. Говорят, если бы не ваше уголовное прошлое. Ну какое уголовное? Не расстраивайтесь. Ой, Ларочка, ты знаешь, и жить на что-то надо. Я на инвалидность, он долгов кучу. Что никуда, вообще никуда не берут. Он ведь каждый день ходит с утра до ночи. Хоть бледный, устал, еще меня успокаивает. Тем, я даже не знаю, что нам делать. Вот хоть из города уезжать. Нет, уезжать не нужно. Ну что вы. Все хорошо будет. Он умный, талантливый. Обязательно найдет работу. Вот увидите, надо только подождать. Только кому это сейчас интересно? Ладно, Ларочка, спасибо тебе за поддержку. Я пойду. Ты приходи к нам. Я тебя всегда рада видеть. До свидания. До свидания. Ну вот что же вы так поздно, девушка? Академический отпуск брали на год. А прошло уже вот 2. Простите, так получилось. Я просто ребенка родила. Поздравляю. Но ничем помочь не могу. Мы не можем предоставить вам бюджетное место. Или вы сдаете экзамены на общих основаниях, или только платное отделение. Ну какие экзамены? Уже август. Я имею в виду в будущем году. Как в будущем году? Так, подождите, вы что, хотите, чтобы комиссия ради вас одной собралась? Ну нет, конечно, я просто... И что же мне делать? На этот вопрос вам сможет ответить только декан. Он будет в понедельник, ждите. Да, спасибо. До свидания. Не за что. У себя? В понедельник будет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А ну, подожди. Куда вы пропали? Да я никуда не пропала. Я просто брала академ. Ах, вот как. Ну, стало быть, в сентябре мы вновь увидим вас в родных пенатах? Ну, это уже от декана зависит. Ну, какое может быть решение? Только положительное. Борис Сергеевич, ну не от вас же зависит. Римма Матвеевна, голубушка, это талант от нас не зависит. А вот поддержать его, это в наших силах. Идите, дорогая, не сомневайтесь, мы вас восстановим. Ну и до встречи 1 сентября. Спасибо большое. Спасибо. Самойлова, вот, это вам. Что это? Из ЗАГСа? Странно только, что на адрес училища пришло. Вероятно, вашего в личном деле не было. Бракоразводный процесс. Ничего себе. Спасибо, до свидания. До свидания.
Ой, Катя, извини. Катя, подруга! Подруга сейчас уйдет, Толик. Опа! Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Как нас зовут? Чё? Троем? Дышит. Вроде. Я сейчас Бешеному позвоню. Ну что, как говорится, тебе налево, мне направо. Вадим, почему ты на развод согласился? Только честно. Ты сейчас издеваешься или что? Нет, конечно. Ну, давай скажи мне, что ты еще ничего не знаешь. Ты о чем сейчас? Послушай, ты своему хахалю передай. Я его не боюсь. Я просто мараться не захотел. Да, и я даже не мог подумать, что ты с таким быдлом любовь крутишь. Привет. Привет. Ты что здесь делаешь? Наталья, мимо проезжал. Как всегда, случайно, да? Ну да. Так это, получается, ты заставил Вадима согласиться на развод, да? Вас развели? Да. Ну хорошо. Главный результат. Пойдем, я тебя довезу. Спасибо. Куда едем? Мне нужно домой. Хозяин хочет, чтобы я пораньше приехала. Домой переоденусь и туда. Значит, праздник откладывается? Это мне как-то не до праздника. Да шучу я. Садись. Садись. Адрес говори. Довезу домой, а уже потом в ресторан. Сам нас устремит, он на радости душе прозвучит. Ритмом танца бит to beat, телом танец говорит. Я твоя, и ты со мной, танцуй, герой. Oh, yeah. Ooh, yeah. Ooh, yeah. Умничка, еще одна песенка, и может быть свободна. Да, хорошо, спасибо. Ребят, давайте новый день. Твой день, пересекая день, прекрасен каждый миг. Привет, здравствуйте. Как райский сад, безумный водопад, наполнен счастьем день твой. Его не упусти, ведь это новый день. Все случится ночью.
играйте, играйте. Можно с вами потанцевать? Простите, мне нужно петь, Играйте, играйте. Мне работать надо, и... Плохая песня. Короткая. Там уже все готово. А потом приведешь мне ее. Как? Она же не... Я 2 раза не повторяю. Конечно, конечно. Все, не дергайся. Заснула, наконец. Я думала, ты ее не уложишь. Я не уложу. Конечно. У меня же нет своих детей, значит, я уже вообще ни на что не способна, да? Не сердись, я очень тебе благодарна, правда. Даже не знаю, что бы я без тебя делала. Все сказала. Теперь полежи, помолчи. Сил набирайся. Вероника звонит? Звонит и пишет. И деньги присылает. Я говорю, ну зачем же много денег-то так? Ну как зачем, если вот одни лекарства так дорого стоят? Ну я же про свои болячки не рассказываю. Зачем ее по пустякам беспокоить? Даша, ты что? Что за детский сад? Тебя хотели в больницу положить. А ты что, дочери родной не рассказываешь? Обошлось же. Ну, обошлось. Таня, если вдруг случится со мной что-нибудь, ты внучку мою заберешь? Я слышать вообще этого не хочу. Ты что, говоришь такое? 10. Мы с тобой еще на Машкиной свадьбе погуляем. Давай, пей. Погуляем. Погуляем, погуляем. Я уж свое отгуляла. Ерунду говоришь. Ой, гадость какая. Конечно, гадость. Ну, ничего так. Ну все. Мне уже лучше. Да, я вижу. Значит так. Я сегодня у вас ночую. Поняла? Тань. А будешь протестовать, сразу звоню Веронике. Вот так хорошо. Держись. Вероника, можно к тебе? Да, заходите. Устала? Ну, извини. Придется задержаться тебе минут на 5-10. Как, вы же не отпустили? Князь хочет тебя видеть. Зачем? А я откуда знаю? Поговорить там, может, репертуар обсудить. Он хозяин. Не, я не пойду. Ты что? Хочешь работу потерять? Хочешь, чтобы я работу потерял, чтобы все люди работу потеряли? Князь такой человек, что отказов не приемлет. Да делайте, что хотите, я не пойду туда, я боюсь его. Я не понял, что ты стремаешься? Он нормальный человек, никогда плохого ничего не делал. Вы в этом уверены? Да 100%. Он вообще должен сейчас на какое-то дело с ребятами поехать. Они к нему минут через 5 заедут. Что случилось? Что ты сидишь? Тебя человек ждет. И что, этим все закончится? Конечно. А ты о чем подумала? О, Господи. Вероника, давай, выкини эту всю ерунду из головы. Тебя человек ждет. Бабки, говорю, гони. Какие бабки? Ты вообще кто?
Ты не понтуйся, ты сам знаешь, от кого я. Короче, или бабки, или гони назад то, что взял. Ты, видимо, сам берега попутал. Я ничего не брал. А вот обманывать нехорошо. Договор был какой? Ты нам бабки, мы тебе компромат, там, где ты длинного завалил. А ты и пленку забрал, и зелень не отдал. Не круто? В общем так, я твои бредни больше слушать не хочу. Ну, я вообще-то больше не собирался говорить. Если у него пропала пленка, это не мои проблемы. Нет уж, они теперь будут твоими. Напугал. Извините, вы меня звали? О, пришла. Какой голос, а? А фигура какая, глаза какие, божественно просто. Вот это. Ты попозже зайдешь, да? Хорошо? Да. Давай. Давай. Беги. А ну стой. Ты чего? Давай пленку. Я знаю, она у тебя, и ты ее с собой носишь. А ты стой. Ты что, меня, может, будешь обыскивать? Я живых не обыскиваю. Стой. И ступай. Ступай, ступай. Стой! Стой! Там князь он. Вероника? Они Катю убили. Поехали отсюда. Быстрее.
как услышал, что князь дает команду тебя убрать, сразу к тебе рванул. На ее месте должна была быть я. Ты не должна себя винить. Это, конечно, звучит ужасно. Но если они вас перепутали, у тебя есть возможность выскочить из этой истории. Выскочить. Они убили мою подругу. Это я во всем виновата. Я тебя понимаю. Тяжело терять друзей. Мы что, на войне, чтобы терять друзей? Считай, что на войне. Все то же самое. Они делят бабки, землю. Кто они? Да бандиты. Кто еще? Ты ведь тоже бандит. Да. Знаешь, в этот мир очень легко попасть. И очень трудно оттуда выбраться. Захотел бы, выбрался. Да если бы я мог, я бы забрал тебя и уехал, куда глаза глядят. Подальше отсюда. Семья для нас – это самое слабое место. Поэтому лучше быть одному. У тебя что, нет родных? Да в том-то и дело, что есть. Мама и сестра. И где они? Тебе лучше не знать об этом. Так спокойнее будет. Спокойнее было бы, если вообще не приезжала сюда. Вероника, хватит себя винить. Сейчас надо думать, что дальше делать. Вези меня на вокзал, я домой хочу. Подожди. Я сначала должен все проверить. А потом уже скажу, что дальше делать. Поедем ко мне домой. Там подождешь меня. К тебе? Хватит меня бояться. Пора уже научиться разбираться в людях. Все уладится, Вероника. Не переживай. А Катя? Я разберусь с этим. Успокойся. Проходи. Располагайся. Там холодильник. Только угостить тебя особо нечем. Пельмени есть. Я ничего не хочу. Тут кровать. А я поехал. Куда поехал? Надолго? Это как получится. Да, свет не включай. Я тебя закрою. Наконец-то. Где тебя носит? Князь уже несколько раз спрашивал. Так он мне сам сказал вас подстраховать. А что нас страховать? Мы свое дело знаем. А если б менты нагрянули? Не гони, Кирилл. Все чисто сработано. Правда, вместе с бабой пришлось мужика ее того. Говорите чисто. Удачи. Не помешает.
Так может, пленки в квартире не было? Потому ее не нашли. А где же ей быть? Она могла спрятать ее куда-нибудь. Или вообще выбросить. А может, даже не поняла, что это такое. Вряд ли. Но в любом случае я рисковать не могу. Мне нужна эта пленка. Ее нужно найти. Легко сказать. В квартиру теперь не сунешься? Там уже наверняка менты шуруют. А ты представляешь, если они ее найдут? Я еще дурак. Взял, всунул эту пленку ей. Я ведь думал, что вдруг он не один. Ох, идиоты, ничего нельзя доверить, а. Значит так, ты езжай туда, делай, что хочешь, но тебе нужно попасть в квартиру. Князь, я тебя прекрасно понимаю. Но… Кирилл, не начинай. Ты же знаешь, я этого не люблю. Да уж. Выбор у меня не богатый. Только ты меня тоже знаешь. Я люблю рисковать, но с умом, а не с дурной головой в пекло лезть. Ну? Слыхал? Дерзкий. Стирается. Зато и ценю. Пусть лучше напрямую что-то сморозит, нежели за спиной всякую пакость будет таить. Доверяешь. Гош, кому и когда доверял? Но если он это не найдет, то тогда в квартире искать нечего. Сильно зацепило? Да так. Вероника. Иван Михайлович, ну не наш это косяк. И слушать тебя не хочу. Да тут не нужно было ничего менять. Да чел сам не понимает, чего хочет. Этот, как вы выразились, чел уже 3 года у меня обслуживается. И терять его, по вашей милости, я не намерен. Клиент сказал менять, значит менять. Все? Давай, работай. Так, что тут у тебя? Ну вот. Что вот? Ну это… Ты закончил? Нет. Что ты стоишь? Иди работай. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы ко мне? Наверное, к вам. Я звонил по поводу работы. А, да, вы слесарь. Да. Ну, очень хорошо. Слесари нам очень нужны. Опыт работы у вас есть? Да, конечно, только… Ну, прекрасно, прекрасно. Тогда давайте идите, оформляйтесь, хорошо? Я предупредить хотел, я только освободился. Ну, так хорошо. Освободились сразу к нам. Кстати, где вы до этого работали? Вообще-то я в тюрьме сидел. Вот это поворот. Так что, возьмете? Увы, молодой человек. Боюсь, что у нас с вами не получится. Ну, вы же сами говорили, слесари нужны. Нужны-то нужны. Но вот только без сомнительного прошлого. Мне, знаете ли,
Клиент солидный. Вы извините, я спешу. Дела. Кирилл! Кирилл, ты здесь? Привет. Привет. Который час? 8:30. Идем завтракать, и я поехал. Поехал? Куда? Надолго? Не знаю пока. Кирилл, я... Что? Как ты стал бандитом? Это из-за денег? Однозначно не ответишь. Мы раньше хорошо жили. Потом отца посадили, как выяснилось, за спекуляцию. Имущество конфисковали. Сестре тогда 15 лет было. Она никак не могла привыкнуть к новой жизни. И не хотела. Однажды из дома сбежала. Мама тогда очень заболела тяжело. Но сестра... Она потом вернулась? Я ее сам нашел. Через месяц в каком-то притоне. Ее уже на иглу подсадили. Мне говорят, давай денег за нее и забирай. Откуда у меня, у пацана, такие деньги? Ну и предложили на них поработать. И понеслась. Ты уже потом Гера меня к себе забрал, и я так в вашем городе оказался. А что сейчас с ней, сестра? Выросла, поумнела. Все хорошо. Нет, ну раз все хорошо, тогда почему ты не бросил? Слишком долгая история. Идем завтракать. Костя, ты? Вот и все. Что все? Рухнули последние надежды, больше идти некуда. Осталось только воровать. Только так я смогу оправдать то, что обо мне говорят в последнее время. Так, послушай, сынок, не говори так. Надо просто подождать. Чего подождать, мам? Нам скоро еды будет не за что купить. И из-за какого-то отморозка 2 года отсидел, теперь же из-за него мне на дверь указывают. Сколько ждать? Год, 2, 10? Всю жизнь? Тогда зачем мне такая жизнь нужна, а? Костя, Костя, сыночек, ты что говоришь-то? А я? А обо мне ты подумал? Прости, мам. Не знаю, что на меня нашло. Просто устал. Одно и то же слушать. Ты думаешь, я не знаю, как тебе тяжело? Может, справимся? Я отвечу. Хорошо. Алло. Кость, привет. Здравствуй. Мне нужно тебе кое-что важное сказать. Извини, но у меня нет настроения сейчас разговаривать.
Я быстро, правда. У меня к тебе деловое предложение. Надо встретиться. Приезжай на рынок. На рынок зачем? Давай не по телефону. Приедешь, расскажу. Костя, кто звонил? Лариса. Вот хорошая же она девушка. И ты ей нравишься. И что? Ну как что? Ну, пригласи ее куда-нибудь. В кино, там, на дискотеку. Мам, ну вообще, во-первых, для этого нужны деньги. Во-вторых, не до девушек мне сейчас, вернее, им не до меня. Ну кому нужен бывший уголовник, к тому же безработный? А она тебя любит. Таким, какой ты есть. В том-то и дело, что я себя таким не люблю. Костя. Привет. Привет. Что-то случилось? Чего ты решил? Ну, ты же сама просила меня приехать. Да, у меня дело к тебе. Ты работу нашел уже? Ну да, конечно. Отбиваюсь от предложения. Понятно. Ну, тогда, может, мое предложение рассмотришь? В общем, у нас водитель уехал, уволился, а мы с мамой просим тебя выйти за него. Меня просите поработать? Ну да. А тебя моя судимость не смущает? Зачем так? Ну, прости, Ларис, я просто уже ничего хорошего не ожидаю. Пойдем в кафе, посидим, говорим. Я угощаю. Да нет, Ларис, не надо. Я домой пойду, мать обрадую, а кофе я тебя угощу с первой зарплаты. Даже не спросил, сколько получать будешь. Да это не важно. Для меня ключевое слово «работа». Спасибо тебе огромное. И маме твоей. Ты меня снова спасаешь. Да ладно. Мы же друзья? Нет, мы не друзья. Ты мой ангел-хранитель. А это, выходить когда? Да прям завтра можешь. Хорошо, ну, тогда до завтра. До завтра. Останешься пока у меня. Здесь тебя точно искать никто не будет. В холодильнике полно еды, я затарился. Может, я лучше домой поеду? Не торопись. Я сначала проверю, что тебя никто не ищет, что все успокоились. Это кто? Тихо. Это ко мне. Значит, что-то стряслось. Что? Я не могу не открыть. Давай в комнату быстрее. Куда мне? А еще лучше в шкаф. Тихо сиди. Ага. Все спишь? А вы чего растрезвонились? Планы поменялись. Князь к себе вызывает. По какому поводу собрания? Да, в общем, лоханулись мы. Бабу не ту завалили. Это как так? А вот так. Нам приказали завалить, мы завалили. Кто знал, что вместо нее подруга окажется? Это точно? Точнее некуда.
Нам сейчас такое предстоит, даже представить страшно. Понятно. Ладно, идите, я сейчас спущусь. А что нас выпроваживаешь? Что, не один, что ли? А тебе что, больше всех надо? Да ладно, не кипишуй, чем мы тут голых баб не видели? А в спальне? Никого. Давай на выход. Ведь ни разу не попалили. А он ее в шкафу прячет. Князя, посмеетесь. Не слышу. Мы думали, это она. Чем? Чем вы думали? Мало того, что вы тёлку перепутали, так вы еще бешеного замочили. Теперь его люди вас живьем в асфальт закатают. Я не собираюсь вас отмазывать. Мы отработаем. На том свете? Хорошо, я подожду. Так лет 30. Найду вас и обращусь. Идиоты, а? Где мне теперь эту певичку искать? Мы найдем ее. Весь город перероем, но... А страну? Страну слабо? Ну что, думаете, она сидит и дожидается, да? Да она, небось, уже в тот же день к себе на родину уехала. Разыщем. Значит так. Ройте где угодно, но чтобы вы эту бабу не нашли. И срочно. Вам понятно? Все. Теперь вон отсюда. Кирилл, ты держись. Ты держи-ка в курсе. Ну, за этими присмотри. Ма, Ох, господи, боже мой. я здесь. Ну вот, видишь, все поменяла. А ты что, встречалась со своим Костей? Угу. И что? И что, он сразу согласился? Ну, конечно, еще бы ему не согласиться. Кто же его на работу возьмет? Не вздумай ему это сказать. Ой, Ларка, такого водителя из-за тебя уволила. Костя будет не хуже, не переживай. Я обещаю. Лучше бы ты пообещала, что выйдешь замуж за нормального бизнесмена, а не за нищего какого-то. Это свое. Ой, ой, подходите, подходите. Вот эти хорошие, как раз на вас джинсики. Не волнуйся, никто жениться на мне не собирается. Это сейчас не собирается, но я ж тебя знаю. Ты мне настырная. Своего добьешься. Только потом не пожалела. Господи, дурочка. Как ты? О, вот, это ваши штаны. Точно вижу уже отсюда.